Развитие и становление Института гражданского общества Абхазии достигло высокого уровня в период так называемой грузинизации, когда коренное население республики, этнических абхазов лишали возможности говорить на родном языке, меняли топонимику, проводили конкурсный отбор на вакантные должности по этническому признаку. 14 августа 1992 года, когда войска Госсовета Грузии вероломно напали на нашу мирную республику, стало фактически отправной точкой становления независимого, суверенного абхазского государства. Отмечу, что в 1992 году, в январе месяце, Верховный Совет Абхазской ССР присоединился к Всеобщей декларации прав человека. Затем это решение нашло свое отражение в новой Конституции независимой Абхазии 1994 года. В статье 11 Конституции написано, что Республика Абхазия признает и гарантирует человеку права и свободы, закрепленные Всеобщей декларацией прав человека. Первым полномочным органом в данной связи стала Комиссия по правам человека при президенте Республики Абхазия, созданная его указом 21 марта 1997 года. Председатель комиссии назначался президентом. 15 мая 2007 года вместо Комиссии по правам человека в структуре администрации президента Республики Абхазия была учреждена новая должность уполномоченного по правам человека при президенте Республики Абхазии. А работа над законопроектом, определяющий правовой статус уполномоченного по правам человека как независимого от государственной власти института с развитой компетенцией, началась в 2012 году. В ныне действующем законе об уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия закон был принят 24 февраля 2016 года. В соответствии с законом уполномоченный избирается Народным собранием, парламентом страны, большинством голосов от общего числа депутатов, тайным голосованием сроком на 5 лет. 22 ноября 2016 года в соответствии с законом об уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия впервые на должность уполномоченного был избран Народным собранием, парламентом страны кандидат юридических наук Дмитрий Маршан. 16 октября 2017 года Дмитрий Маршан ушел с занимаемой должности по собственному желанию. 21 марта 2018 года на должность уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия парламентом была избрана Асида Шакрыл. И уже 19 апреля 2023 года парламент избрал Анну Скишмарию, уполномоченную по правам человека. Благодарю вас за поздравления, мне очень приятно, и я действительно рассчитываю на вашу помощь и поддержку в ключевых вопросах становления и развития нашего института. И если говорить о перспективах развития института, да, то необходимо выделить, на мой взгляд, несколько приоритетных направлений. Прежде всего, это формирование и взаимодействие с правозащитными институтами дружественных нам Абхазии стран. Прежде всего, с нашим стратегическим партнером, с Российской Федерацией. Второй этап – это информационно-просветительская работа. Да. Мне кажется, мы в этом вопросе должны преуспеть в том числе, потому что зачастую наше население не сильно информировано, по каким вопросам и с какими проблемами можно обращаться к уполномоченному. Третий момент – это усиление взаимодействия и диалога между исполнительной властью и гражданским обществом. Ну и четвертое – это совершенствование законодательства и закона об уполномоченном по правам человека в Республике Абхазия, потому что нам кажется, что мы уже готовы к некоторым реорганизациям, и прежде всего это некое усиление института, потому что, к сожалению, рекомендательный характер носит постановление, решения и заявление уполномоченного.